Рано утром вышел на рыбалку. Какая-то машина, КамАЗ едет, на работу едут. Деревня еще пока дремлет. Все отдыхают, праздничные дни. На улице сегодня минус 28 градусов. Прохладно. Вот, попробую порыбачить. Буду рыбачить возле деревни недалеко. Все отдыхает. Тишина кругом. Здесь тоже следы какие-то. Кто-то ходил. Может, рыбаки здесь. Что-то есть. Следы какие-то рыбацкие. Что тут непонятно. Ух ты. Так. Здесь и буду рыбачить. Далеко не буду уходить. Так. Все, дошли. Уже сделал одну дырку. Чуть подальше. Метра 1,5, наверное. От ледобура. Но там глубоко. Ледобур не достал. Вот здесь еще сделаем дырку. Ледобур не достал. Глубоко. Лед сей год вот такой толщины. Сантиметров 40. Бывает аж до сюда. А сей год. Просверлили 3 дырки. Хватит одна для приманки. На 2 лунках буду рыбачить. Без палатки одубеешь тут. Все. Избушка на 2 часа готова. Будем рыбачить. Вон. Тут тепло, уютно будет. 2 дырки для приманки еще. Все, закрываем. Все готово. Уже сидим, рыбачим. Минут 3, наверное. Пока никакого движения не наблюдаем. Поклевок еще не было. На улице снежок. Не знаю, слышно, нет. Вот. Палатку такой звук. Шуршание идет. Снег немножко падает. Одна удочка с поплавком. С обычным крючком. Вторая мормышка. Периодически будем менять мормышку. Удочку с другой мормышкой. Обычно так сядешь и через минут 20 уже
принципе, должно клевать, если есть рыба, если берет. Сегодня ветер восточный. Не знаю, ветер влияет, нет на ихний характер. Смотрим. В прошлый раз до Нового года приходил на рыбалку. 4 рыбы сорвалось, и еще была одна поклевка. Так рыба активно брала, дергает так, подчекаешь, и сразу моментально срывается, убегает, короче. И так 4 штуки у меня сорвалось. Еще одна поклевка была. И все. Ну, где-то я час, наверное, рыбачил. А сегодня пока движений никаких нету. Лунка замерзает. В принципе, в палатке тепло. Но все равно какой-то, ну как сказать, пленка такая получается от мороза. На улице где-то 28, я не знаю уже сколько там. О, есть, он дергает. Есть. Вот она. Первый урал. Первый урал 2016. Чебак. Чебак или мык. Покоми мык. Первая рыба. За этот сезон. Нет, отпускать не будем. Первую рыбу. Пускай уже будет. Опа. Взяла. Рыба на обычный простой крючок. Так. Ничего. Секрета никакого у меня нету. Резкости нету. Вон крючок и 2 этих, как сказать, 2 опарыша. Опа. Все, отпускаем. Дальше будем сидеть. Короче, я черви еще взял. До Нового года покупал. И черви у меня, ну, сгнили, или как правильно там. Короче, испортились. Что-то я плохо хранил. Так. У нас крупной рыбы нету. Бедная река у нас, Нившера. Так, надо в больших реках еще может рыба есть. Ну вот, от нас вот река падает на Вычегду. Там уже широкая река, более там и летом обычно лещей много, ежей ловят. У нас сплав прекратился, китайские сети появились, рыба исчезла. И не знаю, когда будет эта рыба. Это разведчик чебак. Плотва, чебак, как по-разному все говорят. Замерзает. Пленка такая получается на воде. Ну, без палатки, конечно, прохладно, но в палатке тепло. Нормально, если одеться. Я всегда в АЗК, в чулках хожу. Там валенки. Ноги всегда в тепле. И что интересно, всегда вот рыба берет на обычные крючки. На мормышке так и не очень. В прошлый раз тоже вот на рыбалке 4 мормышки, наверное, менял. Ну, облачки с разными мормышками. И поклевки не было. И вот так сидишь. Если активный клев, конечно, он сразу берет. Бывает так, попадают косяки, наверное, или что там. Подходят и
Десяточку так можно поймать. Это одиночки так подходят. Приманку использую подкормку, что и летом. Разницы в принципе. Так, это приманка у меня. Пузыри идут. Возле подкормки стоят крючки. Почти как фидерная ловля. Похоже на то. По-разному. Бывают дни такие, что покрупнее рыба попадается. Иногда так мелочь, разные косяки, видимо. Иногда бывает, что мелкие рыбы попадаются, и раз попадет покрупнее, даже сиг. Мелковато, конечно, но к весне это дела уже. Сиг может попасться тоже. Но сиг, как я понял, он рыба такая суховатая. Не очень так. Может, если посолить там сырую рыбу, кто любит. Эти вот ельцы, чебак, елец, покомый мык. Пожарить там вкусная рыба, мясистая. А эти красноглазики, они как фанера. О, бля, перчатки упали. Это моя. Видел, сколько уже сижу после первой пойманной рыбы. Дальше поклевки нету. Здесь тоже вот глубина не устраивает, как-то ледобор не достает до дна. Желательно рыбачить от ямы чуть выше, и чтобы ледобор доставал до дна. В таких местах более удачная рыбалка будет. Нету. Вот поймали вторую рыбу. Вон второй елец. Чуть покрупнее он. Сантиметров 15. На ту же удочку поймалась она. Обычный крючок. На мормышку не хочет. Опарыши поменял. Свежие опарыши там сидят. Ну что-то тоже не очень реагирует рыба. На мотыли я не ловлю. Может и лучше ловится, но как-то не нравятся они мне. Да и крючки надо острее. И теплее, чтобы было. Насаживать на мелко крючки. Да и хранить их тоже быстро портятся. А опарыши месяцами можно хранить. Не такие капризные, как мотыль, черви. За червями тоже уход нужен. Подкармливать их заваркой и еще чем-то. А опарыши они долго живут, живучие. Вот видишь, ни хрена не ловится. На мормышку что-то тоже. Играй, не играй, толку мало.
Еще так бывает, что все время клюет, когда удочка вот так стоит. Но подсечь невозможно. И начнешь так поддергивать, и сразу попадается. Ждет игры какой-то. Для осторожности тогда теряет. А? Вот, клевка была. Кто-то подошел. Он хитро так. Что-то я проморгал. Да, осторожничают. Надо тоже мормышку поменять. Удочку. Хрена, блин. Можно и без поплавка, но с поплавком как-то удобнее. Лучше видна поклевка. Глухозимье, там рыба вообще осторожная и очень осторожно так берет. Аж даже кивок не дергается. Если уже очень чувствительный кивок, то, может быть, заметишь. А в течение с таким кивком тоже гнутся эти кивки. Если на озере только. Здесь течение тоже есть. И дополнительно грузила там стоят. Кивки пожестче должны быть там. Видел, блин, подходит там, попробует, что-то нравится им. Может, если только вот на мотыля. Много секретов на рыбалке. Если узнаешь этот секрет, и удачная рыбалка может будет. Вот когда снимаешь, и поклевок меньше, а камеру убираешь, сразу вот интересные моменты будут. А я пока без рукавиц сижу тут. Чуть-чуть чувствуется холодок такой. Но еще даже и лампу не включал. Горелку. Терпимо. Сидеть можно. Ну ничего не поменялось с прошлого года. Такая же и рыбалка у нас была здесь. Периодически так поклевка есть, но активного клёва нету. Как и хариуса также надо искать. Попадешь в такие места, где вот стоит рыба, кормится. И, видимо, там более можно половить. Не знаю, видно, нет. Мормышка такая желтоватая, серебристая. Непонятно какая цвета. Красный там еще. Красивый, но не уловистая мормышка, видимо. Что-то не ловится. Сейчас поменяю на другой. Сейчас поменяю на другую мормышку. Вон, греюсь. Такая горелка. Пар такой идет тут. Поклевка вообще прекратилась. Ничего не ловится. Не клюет. Это уже, наверное, больше часа сижу. Вот только две рыбы. И
И клюет. Не хочет брать. Вот одна еще наверное, снимал, сорвалась. И всех, наверное, предупредил, что опасность тут. Грею. Руки-то грею. Начал уже немножко остывать. Прохладно становится. Клевало бы еще. Более двигаешься. Так что в одну точку смотришь. Минус, конечно, есть тоже в этом баллоне. Вот от мороза баллон, наверное, остывает и пламя вот так угасает. И сам баллон становится очень холодным. Не знаю, какая реакция, может какая еще что. Можно, конечно, и обычные свечи зажечь тут штук 3-4 и тоже температуру палатки держит. Ну как пламя гаснет. И хоть прибавляй, полную мощь ставишь, и все равно толку нету. Невыгодно такой газ носить на охоту, только если в избушке. А чтобы мороз этим пользоваться, может подвести очень даже сильно. Вместо этого лучше, если на булане, паяльную лампу брать. А в палатке обычную свечу штук 3-4. Сейчас вообще потухнет. Силы теряет газ. Вот и поймал третью рыбу. Поймал на мормышку. Вот. Свинцового цвета мормышка. Грызкая поклевка такая была и попалась. Вон, и крупная. Третья рыба. Леска тонкая, может облет порваться. Все. Долго приходится ждать. 3 рыбины за столько времени. Рыба подошла. Поклевка за поклевкой. Одну удочку уже поймал. Одну видел, какой крупный. И вторая удочка еще клюет там. Ничего не успеваю даже. Так тоже снять. Вдруг клюнет. Этого еще надо. Ничего так, рыба крупная. Крупный елец. Рыба так не активная, но если подойдет к крючку, так резкие поклевки. Как бы сразу берет. Не играет там. Главное подчекать надо быстро. На обычный крючок опять взял. Не включенной камерой, чтобы поймать, что-то интересное заснять. Поклевки такие были.
Боится рыба камеры, наверное. Я не знаю. И на охоте, что на рыбалке. Камеру выключаешь, рукавицы одеваешь и начинается поклевка. Ну что, нормально, 4 рыбы уже. 2016 год, январские праздники, рыбалка, мороз. Сейчас крещенские морозы начнутся. Никак мормышкой угадать не могу. Уже третий меняю. Вон сейчас желтую поставлю. Поклевки есть небольшие, но что-то рыба не очень берет. Становится прохладно в палатке. Сижу больше часа. Не знаю, сколько времени прошло. Так. Поплавок замерз. Ой, лед. Так, сейчас еще наживку поменяем. Высосали все. Так. Свежей наживкой пробуем. Несколько раз уже подходила рыба. Что-то подчекать не смог. Подсечку не сделал, так прозевал с подсечкой. Опять клюет. Играет, но что-то. Клюнула опять. Клюнет и уходит. Уже где-то 10 минут с кошкой-мышкой играю. Поклевки идут, а не берет. Осторожно так клюнет и выплевывает обратно. Никак подсечь не могу. Уже начинает поднадоедать, наверное. Скоро уже пойду домой. Где-то 2 с лишним часа, наверное, просидел, не больше. Батарейка уже садится. В мороз быстро он сядет. Поймал сколько? 6 штук. Вон. Так. 6 штук рыба. Конечно, не очень крупные, но в зимний сезон каждая рыба хороша. Отлично, это уже улов считается. Главное, первую рыбу в 2016
не упустил, поймал, не сорвалась. Это радует. Сезон начался. Горелка не греет, он как больше огонь не получается. Однотонно так горит, и тут еще одна свеча. Все равно прохладновато, потому что сегодня на улице очень холодно. Солнце где-то выглядывает, но от него пока от солнца тепла не ощущается. Это где-то в феврале, может в марте уже точно тепло, жарко будет в палатке сидеть. В принципе, что нормально, мне понравилось. В следующий раз не знаю, когда на рыбалке буду. Но сегодня я доволен. Вон улов. Две даже очень крупные. Вот поклевка опять. Видел? И сразу моментально выплевывает. Никак почти не могу. Он опять пошла. Так осторожно так. Вот. Очень осторожно так. Опять поклевка. Видел? Не знаю, как уж подчекать. И так, и сяк пробовал. Без поплавка даже и в кивке ничего не заметно. Как будто и не клюет. А поплавок все-таки может показать. Видно по вибрации, по воде. Очень-очень осторожно так. Чуть-чуть заметно. Поплавок хороший предатель. Ух и хитяр. Угу. Вот она. Очень осторожно берет. И сразу тоже выплевывает. Каждые 15 минут поклевка. Сейчас тоже что-то клюет, но непонятно. Резко так дергает, наверное, мелочь. Дернет и уходит. Сюда подошла. Тут тоже не решается брать. Очень осторожно как-то поклевки идут. Видимо, рыба как-то ходит через какой-то промежуток времени. Поклевки начинаются и перестают. Поймаешь, и минут 10-15, может даже больше. Поклевок вообще нету. Что-то
Где-то 9 штук у меня уже. Так, 3, да, 9 штук. 9 штук уже поймал. Еще бы парочку и на сегодня хватит. Заканчиваю на сегодня рыбалку. Рыба берет не очень активно, клев не очень активный. Поймал 11 штук ельцы, все чебак, елец, как правильно, не знаю, все по-разному говорят. У нас в народе коми называют мык. Я доволен этой рыбалкой. Погода сегодня холодная, она, если не лениться, сходить, посидеть с удочкой, всяко можно поймать на жаркое или хотя бы пару штук для интереса. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим. На улице 2 раза холоднее. Вон солнце выглядывает, снежок идет. Вот такая природа. Лес отдыхает, спит. Кругом лыжни, люди ходят. Вот моя палатка. Сюда еще буржуйку поставить. И вообще классно будет рыбу ловить, тепло. На этом заканчиваю. Всех подписчиков поздравляю с Новым годом. Отдельно хочу передать привет Ипполиту Видимому. Привет тебе большой. На этом все. Пока. Отдись лететь.